Арбаңыздар урматтуу Стоп Беспредел медиа тармағынан көрүүчүлөрү. Сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү чыгарылышыбызда дарыгердин шалаакылыгынан майып болгон өспүрүм тууралуу баяндайбыз. Бул өспүрүмдүн ата-энеси 2 жылдан бери укук коргоо органдарынын прокуратуранын эшигин каккылап, адилеттүүлүк издеп жүрүшөт. Айласы курган ата-эне илгери үмүт менен Стоп Беспределге аркылуу коомчулукка кайрылышты. Аны эмесе кеп башынан болсун, бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. В апреле 2020 года мой ребенок начал плохо себя чувствовать. Мы позвонили в центр Каухар, сказали: приезжайте, мы работаем. Он обратился в медицинский центр за помощью, но его сына довели до того, что он получил инвалидность первой степени. Весь этот цирк уже надоел. Смеетесь мне, говорите, что это амбиции? Мой ребенок инвалид стал. Данный факт был зарегистрирован в ЕРППУ Октябрьского района и начато досъемное производство. Бишкек шаарынын 2006 жылкы тургуну Турсун Камбаров быйыл 16 жашка чыгат. Бирок ал 14 жаштан бери биринчи топтогу майып. Тагыраагы кант диабетинин биринчи түрү менен күрөшүп келет. Турсун күн сайын жашаш үчүн 6-7 жолдон инсулин алат. Ар 2 саат сайын канындагы канттын курамын текшерип турат. Албетте оңгүлүнүн бир гүлү ачыла элек өспүрүм үчүн бул кыйын нерсе. Бул дарт менен ооругандар бизди жакшы түшүнүп турса керек. Медицинада кант диабетинен айыккандар чанда кездешет же болбосо жокко эсе. Демек Турсун Кудай берген өмүрүнүн аягына чейин канындагы кантты текшерип, диетага отуруп инсулин алууга аргасыз. Эми Турсундун окуясына келсек, 2020 жылы пандемия маалында Турсун өзүн алсыз сезип, салмагын жоготуп, бат-баттан суу ичип кыйнала баштайт. Баласынын ден соолугуна тынчсызданган ата-энеси Бишкек шаарынын Орто Сай базарында жайгашкан Каухар бизнес борборундагы жеке менчик медициналык мекемеге кайрылышат. Бул Сергей Жумалиев атындагы лазердик технологиялар медициналык борбору. 1992 жылы Бишкек шаарында түптөлгөн, анын башында лазердик технологиялар боюнча дасыккан адис, медицина илимдеринин кандидаты Сергей Жумалиев турган. Азыркы күндө Кыргызстанда 3000ден ашык жеке менчик медициналык борборлор ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Мы уже начали бить тревогу, потому что он буквально за неделю прям вот исхудал. Мы позвонили в центр Каухар, потому что я сама обращалась к Рудаковой. Она мне вылечила кашель и решила к ней обратиться, потому что на пандемию было все закрыто. И попробовала к ним позвонить, сказали: приезжайте, мы работаем, если посты стоят, если вы сможете приехать, то подъезжайте. Я спросила, детей смотрит она, но она же как терапевт, сказали, что смотрит. Назира Асанованын айтымында медициналык борбордун дарыгеринин тапшыр деген бардык анализдерин беришкен. Анализдер чыккандан кийин баланын эмне себептен ден соолугу начарлап жатканын дарыгер өзү аныктап, дары-дармек жазып берген. Она посмотрела его, сказала сдать все анализы, УЗИ и потом приехать к ней. Мы 19-го, получается, у нее были на приеме, 21-го на 21-е мы записались на УЗИ, сдали кровь, и 24-го мы к ней приехали, 24 апреля. Она посмотрела, она все смотрела, мы все ей анализы, все УЗИ, все мы ей показали. По УЗИ она определила, что у него проблема с поджелудочной, что собирается желчь, и она выписала лечение. Лечение она сказала, что 2 недели мы пьем одно лекарство, через 2 недели мы продолжаем другое. И через месяц мы приходим к ней на прием. Бир ай дарыгер жазып берген дарыларды ичет, бирок Турсундун абалы жакшырган эмес. Мы приезжаем к ней через месяц. Это было 26 мая. Она смотрит, я говорю, ему не лучше, ему хуже, он исхудал, он как овощ.
Она смотрит и говорит, значит, режим дня ему он не соблюдает. До утра сидит в интернете, не спит. В общем, ложите его пораньше. А так все нормально, продолжайте еще пить эти лекарства еще месяц. Мы уходим. Назира Асанованын айтымында баласынын абалы ошол эле түнү начарлап эсинде жоготкон. Но вечером было ему очень плохо, потому что он говорит, мама, у меня судороги. Я, говорит, чуть-чуть, говорит, вроде бы потерял сознание. Ну, пока я была на работе, он, видимо, дома, он, говорит, очнулся на полу. Эртеси өспүрүм Чүй облустук ооруканасына жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ал жерден анын канындагы канттын жогорулап кеткени белгилүү болот. Тагырыгы 31 жетим ойлго чейин көтөрүлүп кеткен. Мындай көрсөткүч адамдын өмүрүнө коркунуч жаратат. И муж мой повез его на следующий день в Чуйскую областную больницу. Там есть Светлана Ивановна. Он повез к ней. Она сразу говорит, а вы сахар проверяли? Мы говорим, мы все проверяли, все в норме. И потом они начали проверять сахар, а у него сахар был 31,7. И Турган мне звонит и говорит, где анализы, которые мы сдавали месяц назад. Я говорю, что случилось? Он говорит, у него сахар 31,7. Я ему открываю анализы, отправляю, а они смотрят, у него, оказывается, месяц назад был 21,7. То есть врач не обратила внимания на кровь. Назира Асанованын айтымында Каухарда жайгашкан медициналык борборго барганда берилген эски анализде эле баласынын канындагы канттын өлчөмү 21 мольго жеткен экен. Бирок дарыгер анализди кылдат карап текшерген эмес. Ал эми борбордун ТР аттуу дарыгери өзүнүн кетирген алешемдигин азыркы күнгө чейин боюнуна албай келет. По дороге в больницу я звонила Рудакова и говорила, вы почему не видели кровь, у него диабет, оказывается, у него сахар. А она говорит, везите его сейчас, значит, вы мне не показывали анализы. Я говорю, как не показывали анализы? Ну, привезите его сейчас, я сейчас его посмотрю. Я говорю, так нас уже в реанимацию положили. Куда я его сейчас вам привезу? Дальше что она рассказала? Ничего, больше ничего не сказала. Да, она ссылается на то, что я ей не показывала анализы. И что мы привозили его якобы в марте, а привезли его потом в мае. В марте, говорю, была я у вас. То есть они, видимо, данные открыли, увидели. В марте была я, вы мне вылечили этот кашель. А в апреле я привезла ребенка. И не одного, а еще 2 привезла. Я 3 детей привезла на осмотр. Азыркы учурда Турсун Камбаров инсулинди саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу эндокринологиялык борбордон бекер алып турат. Бирок жетпей калган учурда ата-энеси өз каражатына сатып алууга аргасыз. Биздин журналисттик топ эндокринологиялык борборго баш багып Турсун Камбаров тууралуу бир катар суолдорду узаттык. Ал жерден алынган маалыматтарга ылайык, Камбаров 2020 жылдын июнь айынан тарта бул борбордун учетунда турат. Я не являюсь лечащим врачом мальчика, но мальчик стоит на учете у нас после подтверждения диагноза в Национальном центре институт кардиологии, не институт, а детский НЦОМИД, да, и после постановки диагноза с июня 2020 года он у нас состоит на учете, официально получает инсулины, аналоги инсулина продленного и короткого действия. То есть июнь 2020 года, да? Да, с 3 июня 2020 года. Карточка вот она. Карточка, да? Да. Жабырлануучунун атасы Турган Камбаров биздин редакцияга кайрылгандан кийин жогоруда аталган медициналык борборго биргеликте 2 жолу баш бактык. Биринчисине бизде жаратылуу эч ким кабыл алган жок. Жетекчиси жооп бермек тургай аны көрө да алган жокпуз. Кабылдамадагы кызматкердин интервьюдан баш тартабыз деген гана жооп болду. Ал эми ТР аттуу дарыгер жумуштан кеткенин маалымдаган. Вы, наверное, даже в курсе, почему врач не спрашивает, где мои анализы крови? Почему не спросила? А вот почему вы сейчас говорите, что я вымогал деньги? А я говорю, я от вас никак не ожидал. Это было Честно. Это было Чего? такое, что вы вымогали. Я сказал, чтобы они мне купили эндокринологию, чтобы купили именно инсулиновую помпу, 300 тысяч стоит которая. Я сказал, вот, пожалуйста, эндокринология. И она в курсе.
Обращаться за первый медицинской помощью. да? Обратился, второй раз Да, пришел, даже получается, не что он сказали. получил? Нурлан Никитич, Даже кто не звонил сказали? сюда насчет Рудаковой? Да, Рудакову сегодня хотели назначить время, нам сообщили о том, что она работает. Сейчас вы нам говорите, что она не работает. Получается, вы... Да еще обвиняют то, что я вымогал Да. деньги. Ал эми экинчи жолу барганыбызда кабылдамадагы кызматкер директор иш ордунда жок экенин билдирди. Жада калса бөлмөсүнө чейин барып карап келди. Здесь? Куда пояснись? Почему не понимаю? Ты же сказал, что она здесь. Ну, уже ушла по самой. На Мадинова уехала. А? Мадинова уехала. Я же говорил, что будете звездными. А где врач Рудакова Вы показали, что уволили. Бирок жаңы эле иш ордунда жок деген директору чыдабай кеттиби, айтор заматта пайда болду. Келери менен эле милиция кызматкерлерин чакырууну тапшырды. Вычислить, да. Это опять вы? Да, конечно, я заправно пришел. 2 года уже прошло. Да. А вы кто? Без комментариев. Да, это вот хозяйка. А вот просто комментируйте, он, вот его сейчас ребенок пострадал как раз. Давайте Из-за чего? Сейчас вызовем милицию. Ну, И сделали инвалидом, да? шантажировали, и все. Я шантажировал, я Просто вам пришел, правду скажите, как что человек. было, как было. Как человек пришел, вам сказал, сделайте так, чтобы было нормально. Или только этот, купите этот. Андан соң октябрь рибесинин тергөөчүсүн ишти токтоткону боюнча токтомун көрсөттү. Можете просто показать правду, как он или прав, или вы правы, пожалуйста. Вот мне просто прокомментируйте, как было. Нет, вы почитайте вслух. Где? Вот можете взять себе. Да, а что за постановление? Ну, покажи. Потом прекратить досудебное производство за отсутствие состава уголовного преступления, принятие решения Мы уже по-новому сейчас. Тоже короночки. Вот еще. Можете вот здесь все прочитать, здесь все написано. Так. А адвокат есть? А можешь ознакомиться, посмотреть? Ну, данное постановление было уже отменено. Как это от меня? Покажите. Документ покажите. У нас есть. Где? Покажите. Вот адвокат. Вы это- пришли Дело в том, что, сюда? да, мы просто таком не пришли. Данное Конечно, постановление было значит, вы отменено. должны Прокуратура- предъявить отказ. Да? Но это все у От нас идет на продолжения. следствие. Здесь мы не делаем расследование. Здесь человек просто с вами хотел по-человечески переговорить и решить эту ситуацию. Как было? Мы хотим узнать правду. Так Понимаете? было. Он Если говорит, что вы так здесь его было, покалечили. то так сына, Все да? вопросы, пожалуйста. Слушаем вас. Так, человек, кто угодно, может сказать что угодно. Мы вам показали бумажку, что проведена экспертиза, проведены следственные эксперименты, все проведено. Минздрав отказ дает. Дважды вы подавали, дважды вам отказали, потому что состава преступления нету. А, что не досмотрели? А Это вы не состав просто- преступления, да, получается? А до 21 сахара почему вы Так вот сидели врачом дома? пришли мы, Айнур, чтобы она выявила. Все, все. Ты что, Айнур? Никаких комментариев. Больше никаких комментариев? Сразу, видите, они все боятся даже на камеру. А почему у вас Мы не Мы не принимали дуэта? боимся, Ну, просто там же это есть, чтобы вы выявили бесполезно. болезнь. Ну вы не выявили. Почему думаете бесполезно? Может? Да. Ему доказать бесполезно. Как? Я А доказываю. сколько Мы раз уже обратился? через- Сколько раз Я он по обратился? закону. Я не буду это все комментировать. По Вот, закону деньги берете. Но смотрите, не у вас посмотрели есть анализ, бумажка, лучше не ходить читайте сюда. все, что вам непонятно, Всех все, что... инвалидами сделают. Да. Вот ребенок мой инвалидом, они могли бы вы досмотреть это. Вы не досмотрели. Эки тараптуу кайым айтышууда медициналык борбордун директору Яна Алиева чындык издеп чыркырап жүргөн Турган Камбаровду атайлап акча өндүрүп алуу үчүн ушундай аракеттерге барып жатат деп күнөөлөдү. Кого Следственные еще? органы. Есть дело, Так. где человек Камбаров Так. подтверждает, что Так. он не первая клиника, с которой он снял Потому деньги за лечение. А, это получается Жена так. его подтверждает в Допросе или? допросе. А да. вы докажите Это всё мне. Вы мне Вы докажите. мне кто? Вы мне Чтобы я докажите, а почему вот вы есть меня следственные обманываете? органы. Ха, Зачем я вам Пусть они докажут. Давайте поспорим, если так будет, то я от вас отстану. докажет? Да, У то, нас что я есть где-то брал. протокол допроса, А теперь где вы вы будете это все. вот с этим, кто вам это дело тогда вел? Я даже не помню. Да? Сколько? Чингиза Талаби. Вот мы ее возьмем. И пусть она Берите сделает. Чингиза, берите кого хотите. Вот, а почему вы Разбирайтесь говорите, здесь, то, что мы когда, брали? когда Я первого врача оттуда пожалел, будет когда мама обвинение, ослепла, тогда вы то же придете самое. сюда. Подождите, А вы понимаете, что вы сейчас сказали? Да.
то, что тайна следствия для вас вовсе не тайна. То есть вы заинтересовали следователя, и следователь с вами поделился информацией. У нас был допрос, вот они, мы сидели, перекрестный допрос, я Ну, вы уже слышала договорились, это. они уже договорились, потом в В перекрестном допросе у вас все там задокументировано. Мы сидели друг напротив друга. Нет, документировано. В чем документировано? То, что я все предоставил вам, все доказательства. Нет, мы сейчас о чем говорим? О чем? Что это не первая клиника, к которой вы Вот обращаетесь теперь с шантажом. доказывайте то, что я шантажировал еще первую клинику. Мне зачем? Это Но не почему моя вы работа. говорите? Яна Алиеванын айтымында бул жерде медициналык борбордун жана дарыгердин эч кандай күнөөсү жок. Вот за эти 2 года вы даже ни разу не позвонили, даже не поинтересовались. А вы думаете, ага, вот так. Конечно, первые следствия вы могли там сделать, с этими следствиями мы могли там это Каждый месяц договориться. Или как было? Просто правду скажите, как она это? была. Зачем Мы нас хотим- скрывать? Послушайте, зачем нас скрывать? Все, что мы говорили, все, что было предъявлено, какие обвинения, мы говорили в РОВД, в Минздраве. Что еще надо? Ну, вот я просто говорю то, что пришли мы, чтобы таких врачей, как вы, не существовали. Это ваше мнение. На Мое бумажке мнение, я вам свое мнение говорю. Каждый предъявил вам бумажку, что нету состава преступления. Есть, что нету потому что они вины куплены, врача. или вы в сговоре с ними. И в чем вы говорите? Вы сейчас смеетесь, мне говорите, что это амбиции. Мой ребенок инвалид стал. А если бы вы на моем месте были бы, что тогда? А? Каким вы лицом вы сейчас говорите? С таким, каким вы говорите. Каким? У вас лица нет, чтобы извиниться, сказать, мы не правы. То, что мы вот так вот сделали, да, что не досмотрела это врач. Знаете, у нас есть очень хороший юрист. Я даже не считаю нужным его вызывать сюда для объяснения, потому что весь этот цирк уже надоел. Ваши актерские Это не способности цирк. А вы мне назвать актером? низкий поклон. Отца, который ребенка вы инвалидом сделали, не досмотрели, прозевали, месяц Даже дали этот болезнь, момент. вывезли, да? Какой момент? Какой момент? Вы нагло улыбаетесь вы. Вам Ваши смешно это, да? актерские вас никакой способности. совести Я не нет. вижу отца. Я вижу Никакой совести шантажиста, нет. который все это Нет, время вы приходил. я буду с вас полностью брать. То, что положено. Моральный ущерб, физически вы нанесли вред ребенку. У вас цель такая. Потому что вы виноваты. Жактоочу Нурлан Токталиев болсо медициналык борбордун келтирип жаткан жүйөлөрү боюнча төмөнкүлөргө токтолду. В настоящее время сейчас уголовное дело рассматривается следственным органом Октябрьского района. Но мы также обращались к самой главе центру, директору центру. Честно говоря, было как-то неоднозначно, да, нас встретили. Я считаю, что так врач себя не должен был вести. Тем более руководитель такого центра. Да. В любом случае, это ребенок. Поставили неправильный диагноз. Неправильно начали лечить. На мой взгляд, если назначает, допустим, врач какое-то лечение, да, он выписывает лекарства, да, наблюдается. То есть. После истечения 1 недели, если нет никаких улучшений, может быть, назначенное лечение неэффективно. Возможно, нужно его поменять. Но на протяжении целого месяца его продолжают лечить по неправильному диагнозу. А при этом сами родители, видя, что нет никаких улучшений, сообщают об этом врачу через неделю, что нет никаких улучшений, и все эти симптомы остаются. На что врач говорит, вы должны продолжать принимать те же лекарства, которые врач ему выписал. Но эффекта не было. Через месяц он попадает уже с реанимацией, в кому впадает. И там уже выясняется, что он вообще его неправильно лечили, назначили лечение. Сахар поднялся. Да, сахар у него поднялся в крови, но в этом постановлении следователь указывает, что просто-напросто родители скрыли результаты анализа от врача, а врач, не имея возможности видеть эти результаты анализа крови, назначает ему лечение и ставит ему ошибочный диагноз. Мы считаем, что это напрямую вина врача. Почему? Потому что он должен был объективно, врач, подойти к этому и назначить соответствующее лечение. Несвоевременное выявление данного заболевания, да, у этого ребенка, то, что у него имеется сахарный диабет, да, привело к тому, что он получил инвалидность 1 группы.
Жумалиев атындағы лазердик технологиялары медициналық борбору бетке қармап жатқан Октябрь ребисинин токтомуна келе турган болсок. Жабырлануучунун атасы Турган Камбаров 2020 жылдын 16 июнунда арыз менен Октябрь райондук прокуратурасына кайрылган. Андан соң иш Октябрь ребисине өтүп РППга катталат. Ишти биринчи тергеген тергөөчү Чингиза Төлөбекова 2020 жылдын 19 октябрында кылмыштын курамы жок деген таризде ишти токтоткон. Бирок Чингиза Төлөбекованын кабыл алган токтомун райондук прокуратура чийки тергөө амалдарын жүргүзгөндүгүнө байланыштуу жокко чыгарат. Ишти жандантып кайрадан тергөөгө жөнөтөт. Бусам тажрыйбалуу делген Октябрь ребисинин тергөөчүсү Улан Чокеевдин колуна келип түшкөн. Улан Чокеев болсо бул ишти 1 жыл бою тергеп, бирок орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт дегенде 2021 жылдын 19 сентябрында кылмыштын курамы жок деген жыйынтык менен ишти токтоткон. Турган Ислам Турсун 2 жыл за сына 14 Турган. Буга байланыштуу Турган Камбаров жактоочулары менен биргеликте генералдык прокуратурага кайрылып, бул жагдай боюнча макул эместигин билдирген. Уже 2 жыл болду, врачтар менин баламды уже инвалид кылып койду да. Карабай нормально. Мен уже 3-нчү жолу бияка эмнени жалобаларын берип атам, карабайт. Мен даже президентке өлмеске чытадым жалобаны. Омбудсманда жалоба бар. Эчтеке эметпей, следователь да деланы мындай жаап коет, типа состава преступления нету. Я говорю, а какой, может быть, он говорит, летального случая не было у вас. Я говорю, как так? Я буду идти дальше. Генеральная прокуратура никуда не смотрит вообще. Все, он уже инвалид, он даже работать не сможет. Он может на себя руки наложить, если он постоянно на него, друзья, может быть, ну как их так? Хорошо, я вас понял. Я хочу действительно объективно, чтобы было нормально. За это я тоже вас прошу к этому сделать какой-нибудь это. Генералдык прокуратурага кайрылгандан кийин Турган Камбаровдун иши экинчи жолу өндүрүшкө алынат. Кызыгы бул иш кайра эле ишти токтоткон тергөөчү Улан Чокеевдин карамагына келип түшкөн. 16 июня 2020 года УДА Октябрьского района города Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин КТ с просьбой принять меры в отношении медицинских работников одной из частных клиник, расположенной в 7-м микрорайоне столицы, за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УДА Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 152, то есть ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинских работников или фармацевтов. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын аракетсиздигине байланыштуу Турган Камбаровдун жактоочулары сотко кайрылышкан. Бул иш боюнча 2 соттук процесс өтүп, жактоочулардын тергөөчүлөрдүн аракетсиздигине байланыштуу даттануусу толугу менен сот тарабынан канааттандырылды. Также я хотел бы отметить, что 24 марта было вынесено судебное решение, где судом было установлено нарушение со стороны следствия. И суд обязал их устранить. Турган Камбаровдун иши учурда 3-чү тергөөчү Элнура Давлетшанын карамагында. Тергөө амалдары жүрүүдө, бирок кандай жыйынтык чыгары азырынча белгисиз. Негизги жагдай дарыгердин шалаакылыгынан жаш өспүрүм өмүр бою биринчи топтогу маяпка айланды. Турган Камбаровдун жактоочусу Нурлан Токталиев бул иш боюнча Октябрь району прокурору Кубанычбек Нуруллаевка, Октябрь ребисинин тергөө кызматынын башчысы Асыл Турганбаевка жана саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиевке кайрылуу жасады. Хочу обратиться к прокурору Октябрьского района и начальнику следственной службы Октябрьского района. Прошу вас взять на контроль ход уголовного расследования в отношении врача, по вине которой мальчик был на грани смерти. Также просим принять все необходимые меры для предотвращения аналогичных нарушений в будущем со стороны следователя. Также
хотел бы еще обратиться к руководству Министерства здравоохранения с просьбой организовать проверку во всех медицинских частных учреждениях на наличие соответствующих дипломов и сертификатов, которые позволяют работать с пациентами с целью предотвращения в будущем врачебных ошибок. Стоп беспредел медиа тарамага бул иш объективдүү жана адилеттүү иликтенишине шарт түзүлөрүнө ишеним артат. Ошондой эле жаңы жагдайларга тыкыр көзөмөл салып турмакчы. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.